Священная наша держава, любимая наша страна отмечает сегодня свой главный праздник – День России. Это праздник свободы, гражданского мира, согласия всех людей на основе закона и справедливости. Именно 12 июня страна обрела первого всенародно избранного президента. Сначала праздник назывался День независимости, но указом главы государства в 1998 году был переименован, хотя свое нынешнее официальное название он получил только 1 февраля 2002 года. 12 июня 1990 году принята Декларация о независимости РСФСР. Она была принята на первом съезде РСФСР. Россия в то время обновлялась. Вообще Советский Союз шел уже к своему завершающему концу. И все 15 республик были готовы выйти из состава Союза Советских Социалистических Республик. Страну под названием Советский Союз, к сожалению, сохранить, но гражданам Советского Союза не удалось. Но Россию в тех пределах и тех масштабах, которые мы сегодня знаем, нам удалось сохранить, и я считаю, это во многом благодаря как раз той декларации, которая была принята 12 июня 1990 года. Это был первый главный государственный праздник, с которого начался отчет новой российской истории. Однако поначалу всенародного признания у россиян эта дата не приобрела, став всего лишь дополнительным выходным. Но чем дальше, тем сильнее День России приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Страна начала называться Российская Федерация. И было принято, что очень значимо и краеугольно, было принято в этой государстве верховенство Конституции Российской Федерации. Это означало, что государство это будет правовым, будет социальным и заботиться всячески о своем народе. Вот. Как это становилось, да, было нелегко. Было нелегко, страну сотрясал страшный экономический кризис, денежные реформы, инфляции, терялись всякие экономические связи между регионами, разрушались целые отрасли. И, можно сказать, страна находилась в глубокой депрессии. Свою любовь к Ингушетии Якуб Ташмирзаев выражает через музыку. В республику 10 лет назад он приехал из Узбекистана. А тот факт, что представители других народов уже многие годы живут в Ингушетии, который успел стать для них родным домом, говорит о главном – единстве. Больше 10 лет я живу, мы живем здесь, много узбекистанцев, все хорошо. И живем, работаем. Никто не обижает. Как у нас в Узбекистане, мы живем здесь. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки. Ингушетия богата этническим многообразием. Молодая республика вместе со всей страной отмечает сравнительно молодой праздник – День России. Все народы, проживающие на территории Ингушетии, всегда славились своей дружбой и готовностью выручить друг друга в любой ситуации. Где единство, там мир. Где его нету, там война, разруха, убийство. Конечно, для нас самое главное – это мир. Мир, согласие. И поэтому я поздравляю всех с этим таким замечательным праздником. И желаю от всей души, чтобы в нашей республике самое главное – сохранился мир и взаимопонимание между всеми народами. На благо нашей республики, Ингушетия и всей России в целом. Ингушетия добровольно вошла в состав России почти 2,5 века назад. Этот исторический документ подписали усиление ангушт в местности под названием Бартбоси в присутствии 24 самых почитаемых старейшин Ингушетии. Они по очереди озвучивали решение народа, который стоял за ними, людей, которые доверили им свою судьбу, будущее и жизнь. Взаимным рукопожатием наш народ скрепил добровольное вхождение в состав России. С тех пор ингуши ни разу не нарушали присягу на верность.
Люди потянулись к учебе, просвещению, службе. Люди почувствовали благо России. И все это ознаменовалось тем, что в определенный день подписали договор о подданничестве России. Насколько это было значимо, это было очень значимо. Ведь вот этот благодатный период происходило массовое переселение. Для нашей республики этот день можно назвать двойным праздником. И неудивительно, что у многих жителей Ингушетии он ассоциируется с родной республикой. Ведь в том же 1992 году, когда Верховный Совет Российской Федерации издал постановление о присвоении этому дню праздничного статуса, наша республика заняла свое место на исторической арене как самостоятельный субъект Российской Федерации. Наши предки завещали нам жить в братстве со всеми народами, делить с ними горе и радость, и святой долг жителей республики сохранить верность этим традициям. Светлана Томова, Новости 24.